наш вопрос — это подготовка зимовки. Что касается сезона, то Миша правильно сказал, что пчеловоды — это тронус по цене меда, а для подготовки к зимовке это очень сложная ситуация. За 20 лет держим, еще за 20 лет это впервые такая обстановка, что нет меда, и как выйти из этого положения, что им лучше. Не то, что меда, это перги. Перги практически меньше половины, чем в сравнении с прошлым годом мы не собрали. И поэтому в зимний период им нужно будет сложный зимний период. В этом году будет. К нему нужно подготовиться. Возможно, семинар поздновато, нужно было пораньше, хотя бы на месяц. Да, пчеловодов не собрать. Как подготовить пчел для хорошей зимовки в такой период. Конечно, здесь каждый пчеловод не обошелся без пополнения запасов сахаром. Как дать сахар, в каком количестве, можно ли больше нормы говорить. Конечно, условий очень много, можно и больше норм, можно и меньше. Олег, это подготовка к зимовке следующего сезона уже мы начинаем. Да. Нет, получается, через год, который будет зимовка. То есть поздно уже, да? Да, нет, не поздно мы на эту тему подняли, а чересчур рано. То есть за год. Первый момент – это подкормка, второй момент – это лечение. Многие пчеловоды ошибаются и начинают лечить в сентябре, октябре, там кто-то лежит в декабре, там зимовник открывает пину, лечит. Ну, самое оптимальное, сколько мы проводили конференции, это нужно лечить сразу же после откачки меда. Сразу же, чтобы не было распространения болезни, не было ее там где-то наивысшей точки распространения. Это 15-20 августа. Сразу нужно поставить эпином, конечно, или сонаром, там, жидкими веществами обработать сложно, поставить нужно полоску. Поджечь или поставить. Смотря какие пчеловод выбирает. И уже повторное лечение, конечно, можно и другими средствами. Это уже в сентябре. И тот пчеловод, который, и таких случаев много, говорят, слеты, перелеты, это вот как раз провоцируется, что пчеловод не вовремя. Это один из факторов, я не говорю, что это 100%, но один из факторов, что он не вовремя начал обработку. И заклещенность семейного стока возрастает, допустим, в сентябре, что пик, что они готовы там разлететься, улететь и вообще исчезнуть. Одно из заболеваний – это осеннее, которое нужно с осени лечить в последнее время. Это назематоз. Давая с подкормкой, нужно применять лекарства, среди них наземацид, назетом, наземат. Сейчас канадские препараты есть очень эффективные. Наземацид в последнее время приобрел две формы заболевания. Если раньше он был в одной форме и лечился он нашими препаратами, то сейчас есть форма, которая даже пчелы и болеют и летом. Это тоже один из факторов, что осенью, если пчеловод не пролечил, они могут взлететь в сентябре. И второе, завершающее лечение можно провести, можно сейчас провести, можно позже. Самое главное в лечении, чтобы препараты, которыми вы обрабатывали, они были, я не буду говорить название препарата, можете прийти в магазин, там очень большой выбор, любой можете выбрать, узнать, чтобы состав, само вещество действующее не было повторным. Если вы полоски дали с действующим веществом в августе с одним, то в сентябре желательно дать с другим, чтобы не было привыкания и была эффективна обработка. Полоски есть разные. Есть атворотоза, скотероза, карапидоза. По возможности дать комбинированную, чтобы полечила все заболевания.
последнее время лечение рекомендуют проводить при температуре плюс 10 градусов, не ниже. Это самое эффективное. Ну, такая погода будет у нас и в октябре, я думаю, и в первой, и второй половине. Но если взять прошлый год, то в прошлом году последний облет был, по моим данным, 29 сентября. Это крайний облет, поэтому зимовка в этом году пошла не очень удачно, не очень успешно у многих пчеловодов, потому что безоблетный период был очень большой, около 6 месяцев, а то и больше. Но и бывает и такое, что пчеловоды приходят в магазин, спрашивают, у нас там проходят консультации по субботам, как вот я уезжал, меня не было, и вот приехал, только что посмотрел пчел, надо кормить, как их накормить, как их подготовить к зимовке. Вот на данный момент, прямо вот сегодня. Ну тут, конечно, ситуация очень сложная. Можно, есть несколько методик, технологий. Ну, все они приведут к тому, что пчелы выживут, ну в каком количестве. Если там было средне 2 килограмма, то может оказаться, что половина пчел не с ним. Они израсходуют всю энергию там, на переработку этого же канди, это же сиропа, если пчеловод уже опоздал. Но пчелы выживут, пчелы разовьются, пчелы дадут мед. Может, ему лучше посоветовать меду купить и сверху положить. Можно, как вариант. Просто рамку положить сверху рамку, перевернуть пространство, чтобы сантиметр, полсантиметра. Да, На речке поставить, да? Можно на речке. они дойдут до нее и потом будут еще жить. И в течение зимы можно поменять. Они потом проедят и верхнюю сторону это возьмут. Есть технологии, что пчеловоды где-то в январе, феврале Кладут разбирают гнездо. А, Вставляют рамки поближе к Поближе. середине, Вот это ближе не к надо. расплоду. лучше сверху. Ну здесь, да, большая Ну, вероятность, почему что вот они они могут не привести. кладут сверху? Рамку поди-ка жалеют. Ну, конечно, если положить сверху, рамка уже, можно сказать, Ну, да, рамка не уже, будет. они ее И там сгрызут, ее да. всё Ну да, они ее всю это съедят. там. съедят, перестроят. Перестроят. Её просто надо срезать и перетоп. Вот такой вариант, скажем, иметь в запасе резерва полномерную рамку в хранилище с хранушанием. И по мере необходимости помещаем туда. Да, конечно, Как так, как я так вариант, и делаю. да. самое лучшее будет. И может Ну, быть даже не лучше, всю рамку, да. а куски вырезать. Да-да. Мед Вот. будет все равно для них лучше, чем канди. Конечно, конечно. Канди он оставляет остаточно. Значит, у нас многие пчеловоды с осени кладут эту рамку. А если камень чуть пожиже сделать? Канди чуть пожиже, они будут лучше брать его, но все равно там остаточные Тяжелый. все равно Сахароза остается, остается, да? да, все равно. Вопрос, Перезимовать не перезимуют, выжить выживут. Кавказянка, там, южных пород, они, конечно, стимулы. Не, мне интересно именно то, что вот наша порода. Наши породы лучше раньше 1 апреля не развивать. Иначе она развивается, потом выставляем холода, снова на ухудшение идет развитие. Может быть, многие наблюдали, что она и в апреле могут не очень значительно. А можно вопрос, Олег Владимирович? Ты не думал, как ограничить, то есть начало, старт, значит, откладки яиц регулировать, как вот на Западе? То есть зимуют без перги, а все пасеки дают пергу тогда, когда считают, все, пора. Матка начинает откладывать. Без перги тогда не будут откладывать? Или вообще ее изолируют? Они будут, На всю откладывать зиму. будут, но там будет очень мало, и Да. они истощенные. Ну вот ты не думал, не стоит это регулировать? Можно, конечно, тут облет нужен, все складывается в облет. Если есть зимний облет, некоторые литературе даже пишут, что там можно и в январе облет делать, и в феврале, и в марте. Конечно, это можно применить. Ну, нынче вот 14 марта выставили пчел, по 4 рамки расплода было. Выставили, холода вернулись, то, что конец марта, апреля, и в итоге, после смотришь, расплода почти не стало, до самой верхней почти. Первый облет в этом году был в феврале даже. Вот, звонили, спрашивают, что это такое, что вы в феврале облетели, первый чисто. Так, в итоге от облета не зависит, то, что в амшаннике стоят, они во всю уже по 4 рамки в амшаннике выставляли из амшанника. Вот тут он может сказаться на ухудшение
состоянии позже. Так и отработали где-то. Да. Если какие-то есть вопросы, может, У меня такой вопрос. Красноармейская 137.